И здесь-то как раз улицы исхожены, дома все знакомые. ВДНХ совершенно родное место, потому что каждый павильон я видела, как он там с 2000 года перестраивается, достраивается, сносится, возникает что-то новое. Поэтому вот этот район, конечно, он мой, да, и здесь я чувствую себя дома. А остальные районы в Москве, ну, не могу сказать, что это мой город, наверное, до конца еще все-таки не мой. А Казань, конечно, она вся моя, я там родилась в центре, выросла в центре, там я приезжаю каждый раз просто вот, ну, такое совершенно мое пространство, которое дает всегда энергию, мысли дает, новые силы дает. Я знаю, что первые несколько лет было очень тяжело, и вы прошли через это. Наверное, каждому, кто приезжает, переезжает в другой город, первые несколько лет тяжело, поэтому ничего необычного здесь нет. Она всегда мечтала о кино, но не поступила в АВГИК, и лишь в 2013-м хватило смелости, как она сама говорит, пойти в школу кино. Там рождался и писался ее первый роман о Зулейхе. Изначально писался именно как киносценарий, что, кстати, заметно в нем и сейчас. Это и был сценарий. История родилась как сценарий, поэтому, конечно, эта вот сценарная закваска, она чувствуется внутри. И сцены решены кинематографически, через образы я старалась их решать. И структура такая совершенно киношная. Там есть четкое разделение на эпизоды, есть центр, такая центральная поворотная точка. Вот та сцена, где Зулейха рожает сына, роды, это вот если вы книжку пополам переломите, там она и будет примерно. Это вот та самая структура, которая была в сценарии, она же перешла и в роман. Я просто рада, что удалось написать сначала хотя бы один, потом хотя бы 2 романа, потому что у меня теперь 2 ребенка. А что же касается этого самого важного человека в жизни писателя, издателя, то мне невероятно повезло, конечно. Я не могла мечтать, что я окажусь в редакции Елены Шубиной. Я знала Елену Даниловну только заочно. Я даже не искала ее, честно говоря, и не могла надеяться, что как-то наши пути пересекутся. Но вот вышло так, что благодаря литературному агентству роман, рукопись была отправлена как раз Елене Даниловне Шубиной. И она ее как-то вот так достаточно быстро захотела издавать. Это, конечно, был такой переломный момент в жизни. Редакторы просмотрели, а читатель увидел. Вот, например, есть там такая сцена, где Зулейхе Муртаза будет Зулейху, чтобы она шла топить баню, и у него на подбородке напрягается очень нервная ямка. И читатель пишет: ну как же, он же с бородой. Там не может быть ямочка. Но я ямочку все-таки оставила эту ямочку, подумала, ну хорошо, она в таком месте, что борода снизу, наверное, так вот наросла. Но, в принципе, читатели такие бывают внимательны. Главное то, что, конечно, читатели порой видят, простраивают связи, которые даже сам автор не простраивает. Они видят порой гораздо больше автора. Если читатель внимательный, читатель чуткий, то он начинает жить в тексте, и он сам связывает между собой какие-то куски этого текста. Для него эти символы значат совсем иное, нежели для автора, и текст заново рождается в голове у читателя. Вот когда вот такое происходит, когда у читателя вдруг какие-то возникают мысли о тексте совершенно не те, которые я закладывала, но совершенно логичные, да, действительно, можно подумать и так, вот здесь я начинаю радоваться, потому что это означает, что текст живет.